Костанае врачи и медсестры лишились почти четвертой части заработной платы. Подтвердить категорию, если истек сертификат, они уже не могут, поэтому автоматически лишились своих надбавок. Теперь молодой специалист в больнице получает почти столько же, сколько и опытные врачи. Почему так получилось и чем такая финансовая несправедливость грозит системе здравоохранения, расскажет Нина Шапо. Медицинская общественность долго не хотела выносить ссор из избы, но тенденция такова, что к 2025 году в стране не останется ни одного медработника с категорией. И постепенно зарплата опытных специалистов становится меньше, в среднем на 50-80 тысяч тенге. Институт повышения категории отменили в 2021 году, и только в 2022 профсоюзы добились, чтобы платили за просроченные сертификаты. Но больницы обросли долгами, и платить за категории не получается. Если отменили институт категории, то должны были отменить категорию всех. А получилось так, что отменили механизм получения категории. Кто лишился уже, свидетельство закончилось, они получить не могут. Но у кого действует, они получают. Объяснение главных врачей, что финансовая ситуация не позволяет, на сегодня мало кого устраивает. Поэтому вы видите обращения в соцсетях, обращения к нам, обращения в министерство. В профсоюзе медработников отмечают, что стимула получать новые знания и совершенствоваться у медиков теперь нет. Опытных врачей всегда, как говорится, бросали на амбразуру. Это тяжелые пациенты и сложные операции. Но теперь квалифицированные специалисты получают наравне с новичками. А это уже ведет к расколу в коллективе. И не только. Люди говорят, меня там туда пихнули, туда отказали, там отказали, тут отказали. Потому что это следствие непродуманных решений. И поэтому мы настаиваем, чтобы этот институт вернулся, потому что, во-первых, создается противоречие в Трудовом кодексе, это положение есть о категориях и о квалификациях. Соответственно, теперь нам нужно просто вернуть это в кодекс о системе здравоохранения и здоровья народа, чтобы у нас был законный механизм подтверждения вот этого уровня квалификации медицинских работников. В управлении здравоохранения подтвердили, что больницы находятся в незавидном положении. Медорганизации имеют устойчивую кредиторскую задолженность. Внутри медицинских организаций руководители проводили работу, проводили беседу с сотрудниками о том, чтобы отойти от этих ввиду финансового недостатка медицинской организации. Данный вопрос поставлен сейчас на уровне Министерства здравоохранения. Конечно, хотелось бы, чтобы данные категории вернулись. В Министерстве здравоохранения сообщили, что ранее с Национальной палатой здравоохранения и профсоюзами заключили соглашение о партнерстве до 2025 года. Тем, у кого были просроченные сертификаты, выданные после 2015 года, оплачивали по прежним категориям. Что-то измениться может разве что только после истечения срока соглашения или принятия соответствующих нормативных правовых актов, которые, по всей видимости, уже приняли. В рамках закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения предусмотрено определение уполномоченным органом порядка присвоения и подтверждения уровней квалификации работников здравоохранения. 14 марта 2024 года Сенатом парламента Республики Казахстан закон одобрен. Между тем, если платить за категории врачам по-прежнему не будут, они, скорее всего, будут вынуждены искать другое место работы в частных клиниках. И казахстанцы могут остаться без квалифицированной бесплатной помощи. Нина Шапо, Жанибек Акимжан, Информбюро, Костанай.